привет! С вами Вуван. Как вам изменения в нашей студии? 8 декабря в США отмечался день рождественской елки. Мы не смогли пройти мимо такого повода и украсили съемочную площадку. Да и Новый год ведь уже совсем скоро. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Меня зовут Валерия Голубева, и в этом выпуске. В СГУ прошла неделя предпринимательства. Музыкальный коллектив «Причал» отметил свой день рождения. Шнобелевская премия. И где же на самом деле ваша ведущая? 6 по 10 декабря в нашем университете прошла неделя предпринимательства. Не знаете, что это такое? Тогда смотрите сюжет Олега Хохлова. Неделя предпринимательства – это традиционное мероприятие Института экономики и управления СГУ имени Екатерины Сорокина, посвященное созданию и развитию собственного бизнеса. Участие в ней приняли студенты направления экономики и менеджмента, а также все желающие, предварительно подавшие заявку. По словам организаторов, главная цель недели предпринимательства – показать студентам, что не надо бояться и рисковать. Образовательные интенсивы стали возможностью для участников получить ценные знания и обзавестись новыми полезными контактами. Мы специально приглашаем ребят, которым удалось что-то свое создать. Они делятся своим опытом, рассказывают о своих ошибках, о том, как они их преодолевали, каких успехов добились. Чтобы те, кто хочет, но боится, все-таки перешагнули через этот страх и создавали свой собственный бизнес. С понедельника по среду для участников прошли встречи с приглашенными специалистами. Пообщаться с ребятами пришли директор Револьт-центра Алена Зезигова, предприниматель Николай Волхов, а также представители бизнес-инкубатора Республики Коми. Спикеры рассказали о трудностях создания своего бизнеса, об успешном ведении деятельности в интернете и о мерах поддержки и помощи начинающим предпринимателям. Сегодня меня пригласили рассказать про мою работу. Я решила, что лучше рассказать немножко про себя и про то, как я к этой работе пришла и что у меня не получалось, но чему я благодаря этому научилась. В четверг представители общероссийского объединения «Опора России» провели деловую игру на развитие лидерских и предпринимательских навыков у участников. В ее рамках игроки окунулись в средневековую Русь конца 15 века и примерили на себя роль главы государства. Очень классная игра, советую всем поиграть, это очень весело и развивает логику и мышление. Завершилась неделя предпринимательства встречей с директором Сыктывкарской бизнес-школы «Лайк» Николаем Габовым. На реальных примерах бизнесмен рассказал о трудностях на пути к богатству. Олег Хохлов, Егор Денисов. Специально для Вувна. Деловые новости завершены, теперь можно перейти и к творческим. Музыкальный коллектив «Причал» отметил на этой неделе свой 21-й день рождения. Наш корреспондент Яна Белоусова сходила на праздник и готова рассказать все подробности. Пусть для нас ведущие кромешно-темный лес, отдать концы, зашить шансы по коням! Музыкальный коллектив «Причал» начал свою работу в декабре 2000 года. По словам руководителя объединения Ирины Коновой, тогда при СГУ открылся Центр художественного творчества, и ее пригласили стать руководителем клуба авторской песни. Небольшие коллективы любителей этого жанра основывались студентами и задолго до этого, а «Причал» собрал единомышленников в одну большую компанию. «Причал» всегда притягивает людей самых разных творческих, и коллектив очень разноплановый, потому что это и выпускники прошлых лет, которые поддерживают отношения, это и нынешние студенты, поэтому мы не расстаемся с «Причалом», у нас даже есть такая традиция, что мы делаем не выпускной, то есть у нас из «Причала» не уходят выпускники. Многие участники занимаются в объединении не первый год и с теплом отзываются о своем коллективе. По их словам, «Причал» для них стал практически вторым домом. Здесь всегда очень уютно, здесь всегда очень тепло, здесь замечательные люди, у нас здесь даже в «Причале» создаются семьи, да, люди начинают встречаться в «Причале», потом женятся. Когда я сюда прихожу, у меня всегда улучшается настроение, потому что все-таки это музыка, это творчество, и мы здесь творим что-то волшебное. В среднем в коллективе одновременно состоят около 30 человек. Объединение занимается не только авторской песней, но и создает тематические программы, спектакли, помогает молодым авторам развиваться в своем деле, а также поддерживает дружбу с другими клубами. Я занимаюсь авторской песней уже где-то лет 7 или 8. До этого занимался в школьном клубе, который дружит с «Причалом», и в общем, перешел сюда.
Увидеть выступления причальцев можно в камерном зале университета или в Центре художественного творчества. Однако из-за коронавирусных ограничений в настоящее время офлайн-деятельность коллектива временно прекращена. Сейчас ребята в основном записывают онлайн-выступления и выкладывают ролики в социальные сети. Их можно посмотреть в группе «Причал» во ВКонтакте. Яна Белоусова, Виктория Канева, специально для Вуга. 10 декабря – традиционный день вручения Нобелевской премии. Думаю, об этой высшей награде за революционный прорыв в науке знают все еще со времен школьной скамьи. Однако не всем известно, что на эту престижную награду есть пародия – Шнобелевская премия. Что это такое и за какие открытия можно получить Шнобелевку, мы вам сейчас расскажем. Шнобелевскую премию учредили в 1991 году и вручают ежегодно в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии. Присуждают Шнобелевскую премию за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Чаще всего это смешные, глупые и даже бесполезные изобретения и научные исследования. По словам Марка Абрахамса, создателя Шнобелевской премии, ее цель – привлечение людей к серьезной науке путем создания шуточных и нелогичных изобретений. Мы собрали 3, на наш взгляд, самых забавных открытия и готовы представить их вам. Номер 3. К необычному умозаключению пришел французский ученый Марк-Антуан Фардин. Кошки могут находиться сразу в 2 физических состояниях – твердом и жидком. В 2017 году состоялось торжественное вручение премии за его труд «Ареологии кошек», в котором он доказал необычные физические возможности пушистых представителей. Опираясь на определение о твердом, имеет постоянный объем, жидком поддерживает постоянный объем и газообразном заполняет любой объем, ученый выдвинул гипотезу. С возрастом текучесть кошек повышается, и взрослые коты растекаются быстрее котят, а самые старые теоретически могут перейти в газообразное состояние. Номер 2. В 2013 году в Беларуси издали приказ по политическим причинам, запрещающий аплодировать на улице. За это Шнобелевской премии удостоили президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент разделил награду с полицией своей страны за арест человека с ограниченными возможностями с одной рукой по причине нарушения этого указа. И номер 1. В 2012 году Руслан Кречетников и Ханс Майер стали обладателями премии за изучение динамики расплескивания жидкости в руках идущего с чашкой кофе человека. Во время экспериментов ученые изучали степень расплескивания кофе при условии, когда человек идет как прямо, так и задом наперед. По результатам их исследований иногда все же случается так, что напиток проливается на пол. Как сообщают ученые, чаще всего кофе разливается между 6 и 9 шагами. На этом все. Вот такой небольшой топ у нас получился. Кстати, совсем забыли сказать, победители Шнобелевки получают денежный приз, в основном 10 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских. К слову, валюта прекратила свое существование еще в 2009 году, а сумма примерно равняется $1 США. Теперь точно все. А как вы думаете, вы бы смогли стать лауреатом Шнобелевской премии? А может быть, Нобелевской? Пишите свои ответы в комментарии, нам будет очень интересно их почитать. А вы знали, что вашу ведущую и там, и тут показывают? Да-да, сейчас мы с ребятами на самом деле находимся в Выльгарте на образовательном проекте «Студенческие наставники и тьюторы». Чем мы там занимаемся, вы можете посмотреть в группе «Институт тьюторства СГУ имени Петерима Сорокина» во ВКонтакте. А вот полный сюжет о проекте будет уже на следующей неделе. На этом все. Украшайте свои комнаты, кабинеты или рабочие места, оставляйте фотографии в комментариях или выкладывайте в Инстаграм с отметкой нас. Всем пока-пока!